Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, һаумыгы дуслар. Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня у нас в гостях Марат Шакуров, башкир из Литвы, человек, который у нас, в принципе, уже был в гостях, но еще раз мы его пригласили, потому что очень интересно его мнение по той ситуации, по сегодняшней ситуации, как в мире, так и в Республике Башкортостан. Здравствуйте, Марат Агай, һаумыгы. Салям, салям, Руслан. Салям, Руслар. Марат, вот сразу начнем, наверное, с геополитики. С геополитики. И вы, как человек умный, образованный, начитанный, и человек, который очень много встречается и общается с другими российскими политиками оппозиционными, хочется вот спросить по сегодняшней политике Трампа. Вот мы знаем, что его действия, вот, как качели, можно назвать качелями. То он сперва поддерживает Путина, наезжает на Зеленского, устраивает скандал в своем овальном кабинете, требует от него подписания мира. Потом он начинает называть Путина бумажным тигром, грозится вводить в него санкции, дает какие-то сроки. Потом через какое-то время вновь опять говорит, что у Зеленского нет никаких шансов, что ему нужно подписать мир, что Путин выигрывает войну. Вот что происходит с Трампом и почему у него такая вот, ну, такая двойственная позиция, на ваш взгляд? Ну, надо сказать, что Трамп вообще как личность, как человек, он интеллектуально ничтожен, обладает каким-то безумным сумасшедшим темпераментом. Я бы решил, что он сидит на каком-то допинге сильнодействующем, но и человеку ведь почти 80 лет. Как можно в таком возрасте иметь столько энергии, и она, конечно, пустая, потому что он в интеллектуальном смысле он, ну, глуп чрезвычайно, как пробка. Он не помнит не только того, что было вчера, он не помнит того, что он говорил 5 минут назад. И он не может заглянуть вперед на полшага. Вся его жизнь доказывает, что он, конечно, ну, вот природа человека такова, что можно вот и даже таким ничтожным созданием, ну, процветать, не знаю, там, 3 банкротства, это можно ли назвать процветанием, но вот он добрался до высшей должности в мире. И сидя на ней, и имея против себя кучу компромата, я думаю, что все эти более-менее компетентные разведки собрали на него с его юных лет там какие-то досье невероятные. И похоже, что с этим скандалом дела Эпштейна он сидит очень плотно на крючке у московских. Такое впечатление создается, но иначе и быть не может. Ведь Путин над ним откровенно издевается. Уж насколько глуп был бы Трамп, но он не может видео с какими-то там этими инвективами, скажем, высказываниями Путина не посмотреть и не возмутиться. Но он терпит это все. Я думаю, что главная причина этого безобразного, гнусного поведения Трампа – это то, что он, конечно, сидит плотно на крючке. Второе, он сам всем этим диктаторам, ну, он им близок. Интеллектуально, душевно, ментально. У него, будь он в другой стране, он, ну, попытался бы захватить абсолютную власть. Ну, другое дело, что в Америке это вряд ли получится у него. Хотя он пытается, конечно. Вот сочетание этих двух факторов, что он, во-первых, сам потенциальный и пытающийся вести себя как диктатор, и трех факторов. Крайне глуп, и к тому же сидит на крючке, ему, видимо, регулярно напоминает, я думаю, об этом. Вот и определяет эту просто предательскую политику, конечно. Предательскую не по отношению к Украине, по отношению к Соединенным Штатам. Но самое-то обидное, что примерно 15% населения Соединенных Штатов, они такие же, как он. Вот это обидно. Это его ядерный, как говорят, электорат. Они втягивают в свою орбиту все вот это неопределившееся болото. В любом социуме большая часть социума, больше половины, оно болото. Оно идет за стильными. И вот эти горлопаны, крикуны во главе с таким лидером, да, они вот в Соединенных Штатах создали очень опасную обстановку. Будем надеяться, что
система выдержит. Но американцам надо, конечно, от этой политической системы отказываться. Это 250-летней давности система. Им надо переходить к парламентской демократии А, без всяких единоличных... двухпартийная, да? Вы имеете в виду? Двухпартийная... Двухпартийная. Нет, я даже так скажу. Я этим вопросом занялся после первой победы Трампа. Меня она поразила тогда, 2016. Ну, как за такого можно голосовать? Я никогда сильно в американские дела не лез. Ага, начал осмыслять это дело и пришел к выводу, и этот вывод подтвердили знатоки и специалисты где-то в интернете. Я связывался. Да, действительно, там, где избирательная система мажоритарная, то есть в каждом избирательном округе побеждает один кандидат, эта система неизбежно приводит к тому, что политический спектр делится ровно пополам. Не остается места другим партиям. Все активные политические элементы, которые в социуме есть, они хотят заниматься политикой, они должны выбирать между примкнуть к этим или к этим, но создать 5, 6, 10, 15 партий, в Америке их могло бы быть и 30, и избираться в парламент. Пускай будет там в Конгрессе 5 депутатов от такой партии и 7 депутатов от такой. В какие-то моменты и голоса ключевыми становятся. Нет, эти люди вынуждены примыкать к одной или к другой партии. Ну вот пример. В Литве смешанная система, так и должно быть. Это когда в каждом избирательном округе побеждает один кандидат по партийным спискам, избирается один кандидат, и избирается один кандидат от данного избирательного округа. Это смешанное называется, пропорционально-мажоритарное. Так вот, казалось бы, крохотная Литва, меньше 3 миллионов человек жителей, а активно действующих партий, наверное, с десяток. А потенциально, активистов, которые партии дремлют, но они готовы их активировать и вступить в борьбу, их еще десяток. Это в крохотной Литве. И да, конечно, какие-то партии никогда не наберут большинство, но и большие партии не могут набрать большинство, они вынуждены создавать коалиции, договариваться друг с другом, сотрудничать. Если у них начинаются конфликты, они не могут их решить там закулисно где-то договориться. Они начинают, слишком много народу участвует, слишком разнонаправленных активистов. И все это выливается наружу, на публику, и это замечательно, жизнь движется вперед. А в Америке отцы-основатели, 250 лет назад систему строили по английскому образцу. Так исторически сложилось в Англии. А отцы-основатели ввели эту мажоритарную систему, в результате у них политический спектр крайне огрублен, крайние элементы в обеих партиях, это, если у республиканцев крайние элементы, это, фашисты откровенные или расисты, просто безумствующие, а крайние элементы в демократической партии, это, по сути дела, коммунисты. А умеренные силы, которые составляют большинство и тут, они вынуждены прислушиваться к голосам своих крайних, и в результате политика партии становится неадекватной в целом социума, обществу. Она становится слишком смещена. И смещена она, конечно, не к центру, не к сближению со своими оппонентами из другой партии, а они расходятся очень далеко. И поэтому эта нынешняя система, нынешний тупик этот в американской политике, он связан в первую очередь с этой мажоритарной системой. И второе, очень важное, это нам пригодится при строительстве будущего Башкортостана. На мой взгляд, должность вообще, единоличная должность государственная, избираемая прямым всеобщим голосованием, даже если этот президент будет бесправный, если ему заложить минимум полномочий, как в Литве, он все равно будет тяготеть. Человека избрали всенародным голосованием. Ладно, если это культурно интеллигентный человек, сдержанный. А если вот такой психопат, как Трамп или Лукашенко, он же себя считает пророком, его народ избрал, а эти, значит, путаются под ногами, парламенты какие-то комиссии, что-то договариваются. Зачем это надо? И у Лукашенко получилось произвести переворот. Он пришел в 1994 году к власти, будучи бесправным президентом. Конституция Беларуси, та переходная, она не давала ему много прав. Но он организовал референдумы, овладел аппаратом, организовал референдум, подделал их результаты. И он в результате с 1996 года
уже скоро 30 лет он правит как диктатор. 2 года он собирал власть. Поэтому нам в будущем Башкортостане, конечно, желательно избежать должности президента вообще. В Литве она есть и тоже избирается прямым всеобщим голосованием, и это плохо. В Литве тоже был эпизод, когда Паксас, такой был Роландас Паксас, его подкупили через русскую агентуру, Борисов такой был. Да, он хотел идти по пути Лукашенко, но, к счастью, в Литве политический класс, вот эти активисты, они оказались сильнее, они отложили свои межпартийные противоречия, они его произвели ему импичмент и, в общем, лишили его политических прав в значительной степени. В Литве он избираться уже не может, и это хорошо. Он доказал свою нехорошесть, так скажем. Поэтому, конечно, надо избегать должности единоличных, выбранных всем народом, и как можно больше партий должно быть, как можно больше движений, активистов. Пускай будет шум, разноголосица, газеты, телевидение, создают свои каналы. Политически активные люди, они есть, они рождаются от природы такими. Их не так много, но они им не сидится на месте. Пускай так будет, чем какой-нибудь единоличный глава страны. Это страшное дело. Да-да-да. Вот тогда следующий вопрос тогда такой. Недавно администрация Трампа выложила стратегию национальной безопасности, новую стратегию Америки. И что вы можете сказать именно вот по этому, можно сказать, основополагающему документу, по которому, в принципе, должна сегодня ориентироваться политическая власть, американская, внешнеполитический курс. Для наших зрителей, кто не в курсе, скажу, что там заложена стратегия такая, что Америка, США замыкается в себе, уходит из, можно сказать, Европы, оставляет Европу одну и начинает заниматься, можно сказать, Америка для себя. И что вы вообще можете сказать по этому поводу? Опять он действует, во-первых, как агент Москвы, конечно, а во-вторых, он действует как сумасшедший, как Высоцкого процитируют, сумасшедший, что возьмешь, и психически он здоров, конечно, было не ест, но крайне примитивный, неразвитый человек. Я думаю, что все это... Вы думаете, эта стратегия, она останется или со смены Трампа она уйдет? Конечно, уйдет. Но ведь это же не надо быть каким-то уж очень умным человеком, чтобы понять. Если дать вот сейчас, например, России, Китай – это отдельная тема, это очень действительно, возможно, будущая очень большая проблема. А может и нет, мы этого пока не знаем. Но нынешняя Россия, если дать укрепиться, позволить ей вот так отдать ей на растерзание Украину, значит, они получают 30 миллионов новых людей, подданных, начинают снова эту торговлю нефтью, газом, о чем Трамп говорит. Они получают новую пару миллионов, как минимум пару миллионов потенциальных солдат пушечного мяса. Значит, агрессия, если это переходит в агрессию Опытных, против... Как? опытных уже бойцов. Опытных, да, опытных. Переходит это в агрессию против стран Балтии, Молдавии, Север Казахстана. Пошло-поехало, и мы... Я не уверен, что так получится у русских. Но они же именно об этом думают, что вот они в течение десятилетия, скажем, разрастаются до пределов бывшего Советского Союза и начинают угрожать, нависать над Европой, бряться этим ядерным оружием, которое неизвестно, существует или нет, но надо учитывать его. Они же мечтают именно об этом. И Путин, и все его эти подручные. И что тогда Америка? Нет, конечно, чуть-чуть, если у человека есть понимание, не надо гигантского ума иметь для этого, но немножко хоть разбираться в вещах, надо понимать, что и что тогда, после того, как остается одна беззащитная Англия,
весь континент захвачен, значит, русскими, как они мечтают об этом. И что, Америка сможет отсидеться там у себя? Ну, нет, конечно. А тут, как опять же они мечтают, Китай будет, значит, со стороны Тихого океана их поддавливать. Проглочены там и Япония, и Тайвань, и Корея Южная. Ну, так они и мечтают, геостратеги советские, бывшие советские. А ну, Трамп этого не понимает. И плюс ему еще и подкидывают эти материальчики. Ну, Витков, ну, как Пьянковский говорит, он на прямом содержании Кремля. Я верю Пьянковскому в данном случае. Остальные, ну, тоже большой, абсолютно. Ну, это как взять в классе 30, и там 40 человек мы учились когда-то, да, в те годы. 40 человек, ну, пара-тройка умных, хороших, по-настоящему умных. И 2-3, ну, совсем уже. И вот эти 2-3 вдруг начинают управлять такой огромной страной. Я думаю, что надеюсь на то, что Америка от этого бреда избавится. Это же первый президент у них в истории настолько идиот никогда не было. Уж были всякие там, конечно. И в 19 веке там и с коррупцией были проблемы. Но такого идиота, еще и прямого агента, главного врага, у них еще не было. Хорошо, тогда перейдем к нашим делам, на нашу сторону Земли, с той стороны океана. Давайте вот поговорим о российской оппозиции. Вы с российской оппозицией со многими знакомы. Вы постоянный участник форума «Свободной России». Как раз вот, наверное, сможете прокомментировать вот тот скандал, который произошел буквально вчера. Вчера, кто не знает, я просвещу о том, что вчера вышло заявление Владимира Кара-Мурзы, который сказал о том, что он больше не участвует, выходит из антивоенного комитета. Я напомню также, что сейчас идет в ПАСЕ, в Парламентской ассамблее Совета Европы, формируется площадка российской оппозиции. Россия и Белоруссия после своей агрессии была оттуда, скажем, изгнана, и Белоруссию сейчас замещает Тихановская и ее команда, как легитимный избранный президент. А российской площадки не было. И вот сейчас российскую площадку формирует российская так называемая оппозиция в лице самых видных, наверное, да, политиков. Это Кара-Мурза, это Ходорковский, Каспаров там, и так далее. И вот основополагающий документ, который позволяет участвовать в этой площадке, это Берлинская декларация, которую нужно подписать, которая говорит о том, что Украина – это суверенное государство, что все территории, захваченные у России, у Украины, должны вернуться обратно, что победа Украины – это основополагающий фактор. И мы знаем, что и Кара-Мурза не подписывал, и Юлия Навальная отказывалась подписывать эту декларацию. И вот сейчас они собрались все, должна была произойти, скажем, начаться работа по избранию претендентов на эту площадку среди российской оппозиции. И вот произошел скандал, и Кара-Мурза сказал, что он выходит из антивоенного комитета, и обвинил Каспарова в хамстве. Каспаров обвинил того, что тот никак не заявляет и не говорит об Украине, не хочет победы Украины, не говорит об этом, по крайней мере, открыто, не поддерживает вообще Украину как противника России. И, ну, в общем, такая двойственная позиция. Вот что вы можете сказать по этому поводу? И вообще, чья позиция вам ближе? Гарри Каспарова, который прям четко говорит о том, что над Севастополем должен веять украинский флаг, что Россия должна потерпеть поражение в войне, и только в этом случае сменится власть. Либо позиция Кара-Мурзы, Юлии Навальной, Яшина, Пивоварова, всех вот этой компании, которые говорят о том, что не все так однозначно, Крым, возможно, не вернется, нужно, там тоже русские сейчас живут. И, ну, видно, что они работают на то, чтобы электорат, который сейчас находится в России, российский электорат, российские люди вот эти,
чтобы они потом в будущем проголосовали, наверное. Вот чья позиция вам ближе и вообще вот что вы можете сказать по этому скандалу? Ну, тут, конечно, безусловно, мне ближе позиция Каспарова, но я радикально от него ушел еще дальше. Я скажу, в чем и как. А эти вот, ну, это москвичи, вот они же с советских времен, с 18-го года, как большевики драпанули из одной столицы в другую, они с того времени избалованный, привилегированный народ. Они искренне думают, что Москва это вот Центр мира. кормит весь центр мира, да, кормит всю Россию и центр мира, влияет голосом Москвы, как Соловьев там, Соловьев, да, Крикун этот выразился, бровь приподнимет Москва, значит, и все трепещут перед ней. Они не это думают. Ну, в каком-то смысле их можно понять. Если они родились, выросли в Москве, да, для них так это все и выглядит. Но мы-то вот иногородние, скажем, да, ну, во-первых, Москву кормит, надо прямо сказать, Ханты-Мансийский округ. И в меньшей степени Малоненецкий. Вот эти два региона за счет добываемых этих нефти и газа, они кормят Москву, и остатками питается остальная страна, ну, с 70 примерно 3-72 года, как уже промышленная добыча нефти была налажена, и транспортировка очень важна. Они, эти, ну, хорошие русских называют, да, они, конечно, если после падения путинского режима, если им удастся прийти к власти, они немногим будут отличаться от путинистов. Тоже та же единая, неделимая Великая Россия. Гнусно, прямо скажем. А вот Каспаров, он, между прочим, я помню, скажем, 10 лет назад как-то и разговоры на эту тему не очень заходили, но это было не актуально, не очень актуально. Он в значительной степени изменился. Но и, скажем так, не без нашего влияния. Все-таки мы оказывали на него давление, на них всех пытались оказывать давление. И Каспаров, он умный человек, конечно. И он понял это, оценил где-то там в глубине души. И он в значительной степени теперь дрейфует в сторону вот нас, националов. Но в чем мое отличие от Каспарова? Я считаю, что единственное мероприятие, которое, ну, в случае, что они победили, собрались в Москве, там, в колонном зале Дома Союзов и проводят учредительное свое собрание, совещание, которое устанавливает новую Россию, после путинскую, демократическую, в кавычках. Так вот, единственное, что они могут и должны сделать, это объявить Российскую Федерацию распущенной. Вот они говорят, что с сегодняшнего дня, с стольки-то часов, Российская Федерация распускается уже не на нынешние, сколько, 80 там субъектов, а на те, которые были по той еще Конституции, 91, что ли, субъект, где более полно были учтены права совсем малых народов. Вот Пермский край там и этого их слили, да, когда-то. Это все надо распускать, потому что там тоже не зря это были автономные округа, которые слили потом. Ну, слушатели понимают, о Да-да, чем речь. Бурят-Агинский автономный округ, Да. этот Это же не Усть-Ордынский. зря было. Там были, это же территории коренных народов, захваченные Россией. Так вот, надо распускать на вот этот самый 90 сколько там субъектов, я себя добавлю, с запретом собираться больше 3, и объявлять все федеральные органы власти распущенными. Их не существует. Все. Вот я понимаю, это как сказка звучит. Этот вариант был бы возможен в случае военного разгрома России, уничтожения ее военного потенциала, всяческих генштабов, арсеналов, этих шахт, которые есть или нет, неизвестно, но они ими угрожают. Все, ну, танковые эти армады в значительной степени украинцы уничтожили, за что огромное спасибо. Так вот, это вариант вполне реален был бы в случае военного уничтожения России.
А в случае относительно мирного перехода власти в руки после путинских деятелей, он выглядит малореальным, но он был бы идеальным. И я думаю так, что, получив вот эти сообщения, все это начальство по э, областям, по республикам, по там, округам, они бы, конечно, вот так переглядывались бы друг с другом в зале совещания, молчали бы, а потом самые смелые на следующее утро начали бы объявлять, что в связи с создавшимся чрезвычайным положением областное там руководство берет полноту власти на территории там такой-то области в свои руки и так далее. И Россия бы рассыпалась и сама бы того не заметила, как это произошло с Советским Союзом. Ведь в России нет той положительной идеи, которая бы стягивала воедино даже русскоязычные регионы. Каждый русскоязычный регион, он чувствует себя ограбленным. Почему ограбленным? Потому что даже самые бедные регионы у них сначала отберут, а потом, может быть, дадут, но уже по минимальной квоте. И единственное, что их объединяет, это ненависть к инородцам. По всей стране они дружно А, ненавидят людей, которые отличаются от них разговором, цветом кожи. Там. Тогда вот, ну, в продолжение вот этой темы, сейчас мы еще и вернемся к России, российским реалиям. Вот про ПАСЕ. Вот эта площадка ПАСЕ, где будет выступать так называемая российская оппозиция. 1/3 мест предназначена для деколонизаторов, то есть людей, которые выступают. Но деколонизация здесь тоже подразумевается по-разному у людей. Кто-то говорит, что просто нужно деколонизировать сознание россиян, чтобы они признали всех неравными себе, дать больше полномочий, и на этом все, как бы, да, там, извиниться за прошлые ошибки и вот что-то в этом духе. Другие говорят, такие как мы, говорим, что деколонизация подразумевает под собой это а, полная независимость всех народов, которые хотят этого от этой империи, чтобы эта империя перестала существовать. 1/3 мест, как вы считаете, хватает ли это? Правильно ли репрезентативно вот это вот количество мест на этой площадке для нерусских народов? Первое. И вообще, как вы считаете, эта площадка вообще что сможет ли решить проблемы россиян? Ну и 1/3, которую будут занимать коренные народы, нерусские народы, решить проблему своих народов на этой площадке. Э, 1/3 это лучше, чем ничего, которое сейчас. Появляется такая трибуна, такое место, откуда можно выкрикнуть, которого не было, может быть, никогда в истории даже. Поэтому, ну да, нам бы хотелось больше, но 1/3 это уже хорошо. Это замечательно. Очень хорошо, что Совет Европы, вот это же тоже они не придумали эту 1/3. Это и подталкивали их члены Совета Европы, вот в первую очередь от малых стран, вот таких как Литва, Латвия, Эстония. Страны, которые сами пострадали от империи. Они, конечно, сочувствуют, но те же словенцы, например, или словаки, как они могут, ну, по-настоящему не понимать это? Они понимают все это. Они же сами были, они мечили словаки, овенгривались в свое время, они же были в составе венгерской части империи австро-венгерской. И там словаки, вот, да, они были господствующие раз нации были венгры, а словаки подчинялись им, это страшно сказать. Ну, И в вот Югославии сербы были то же самое. Югославия, о, это там вообще, да, это же на наших глазах все произошло. Поэтому 1/3 это уже неплохо. По крайней мере, есть место, где мы можем сказать и потребовать. Выльется ли это в реальные действия? Ну, пока только слова, но любое дело начинается со слова. Ведь ничего не получится, пока держится путинский режим. А когда он рухнет, тогда все и начнется так стремительно. А тут уже будет готовая структура. Готовые структуры, которые могут... Ну да, это замечательно. Мало, но Не ка спасибо и на это.
Не кажется ли вам, что та же самая российская оппозиция может в 1/3 этих мест попытаться засунуть своих представителей от коренных народов, и тем самым, которые будут говорить, что никакая нам независимость не нужна, нам нужен федерализм, и нам этого достаточно, мы не готовы, мы не способны. Ну, всех не засунут. Потом я не представляю себе, как Яшин там Ну или так всего, Навальный смогут. всего 12 мест, из них 4 места будет за представителями коренных народов. А как они собираются выбирать их? Кто, во-первых, будет выбирать эти кандидатов, а во-вторых, как? Это вообще пока не обсуждается даже, как это будет формироваться. Но разные национальные организации, движения подают заявки, но их, по-моему, даже не рассматривают. Поэтому Лига свободных наций, достаточно самое, наверное, крупное объединение народов и движений, которое выступает за независимость от России, от Москвы, они сказали, что мы не будем участвовать в этой площадке, где 1/3, что мы... кстати, надо сразу заметить, что комиссия вот эта вот Европарламента, которая занимается вот подготовкой российской площадки, они заявили, что пока 1/3 для коренных народов, но в дальнейшем будет создана отдельная площадка для коренных народов, для представителей нерусских народов, где они как бы смогут донести полностью свою позицию. И вот Лига свободных наций заявила, что мы не будем участвовать в на данной площадке, где 1/3, и вместе с российской оппозицией, потому что, ну, уже будет нечестно. В любом случае, это российская оппозиция будет переголосовывать. А так получается, что мы будем легимитизировать их. Мы будем только участвовать в отдельной площадке. Но я вообще человек, склонный к компромиссам по своей природе. Я бы все-таки эту 1/3 мест не отвергал бы. Но а как лучше будет, это только жизнь покажет. Например, жизнь показала, что это бескомпромиссная тактика Ленина, который не то что врагов своих уничтожал, да, будучи никем, оппозиционер подполья, а он уничтожал даже тех, кто недостаточно дружен с ним. Друг, но вроде там немножко, чуть-чуть другого оттенка. Он же все эти предреволюционные годы только этим и занимался. Но он победил. Кто знает, как лучше будет. Может быть, бескомпромиссная политика будет и лучше. Посмотрим. Но я бы не отвергал и те. Пускай там один наш человек в этих 12. Но он будет говорить. Хорошо, тогда давайте сейчас перейдем к ситуации в нашей республике, в Башкортостане, в башкирском народе. Вот буквально недавно стало известно о том, что в Башкортостане количество погибших в Украине перевалило за 8 тысяч, и уже сейчас 8200 с лишним. И вот почему такое огромное количество, на ваш взгляд, такое количество погибших? Ну, вот условно взять та же самая Мордовия, там даже 1000 еще не набралось, что-то около там 300-400 человек. Почему такое количество в Башкортостане? Вроде бы не самый бедный регион. Татарстан на втором месте, он еще богаче, чем. Почему вот когда говорят, вчера я слушал дебаты Штефанова, Александра Штефанова с Павлом Сюляндигой на «Живом гвозде». Он говорил о том, что, когда у него задали вопрос, как вы ответите на вопрос о том, что с национальных регионов, с национальных республик больше забирают и больше погибших. Он ответил, что там беднее население, и, мол, это не только в национальных регионах, это и в простых российских, русских регионах, то же самое в бедных, большое количество погибших. Но в этой логике не вяжется Татарстан, не вяжется Башкортостан. Татарстан, ну, это всегда богатейшая республика, которая всегда в лидирующих позициях была. Почему оттуда столько погибших? Как вы можете вот объяснить вот эту вот ситуацию? Ну, конечно, власти московские стараются при возможности брать побольше националов, уменьшать протестный потенциал, это несомненно. Например, если бы у них была возможность провести всеобщую мобилизацию, ну, по образцу, как в Советском Союзе делали, да, особенно в сталинские времена, то они, конечно,
националов брали бы вообще пропорционально там в 5-6 раз больше, чем русских. Это понятно. У них там сидят люди, которые давным-давно сообразили, что надо уменьшать количество коренных народов, численность. Но почему вот при этой вроде бы как формально добровольной схеме, почему из Татарстана, Башкортостана идут служить, воевать? Вместо того, чтобы поехать на вахту, ну, на вахту устроиться тяжело. Тут на месте работать надо, чтобы что-то, пропитание какое-то обеспечивать семье. Наверное, деревенские элементы же больше идут на войну, не городские. Городские все-таки по обеспечению как-то заняты. Деревенские от безысходности. Ну а почему в Мордовии не идут? Не знаю, Руслан, мне трудно ответить на этот вопрос. Московское, конечно, желание, стремление, оно явное. Уменьшить численность коренных народов. Это несомненно. Вот. Ну, кстати, вот в Первой мировой войне татар, башкир мобилизовывали беспощадно. Ну, у меня вот дедушка с папиной стороны, он участвовал в Первой мировой войне. А из Центральной Азии и Казахстана не брали. То есть не доверяли им, неблагонадежные были. Во Вторую мировую войну уже гребли всех подряд. И опять ведь, допустим, башкирская вот, глубинка из деревни отца был мобилизован 51 человек. Там крохотная деревенька, ну, 35-40 дворов. 51 человек был мобилизован, 19 вернулись живыми. Насколько здоровыми мы не знаем, а живыми вернулись 19. Чудовищная смертность. А теперь взять ту же там Москву какую-нибудь, да, футболист какой-нибудь паршивый, здоровенный парень, а у него льготы, у него бронь, его уже не берут. Из деревни, значит, выгрести всех этих несчастных крестьян, из национальной деревни особенно. Конечно, первым делом они это делали. Это всегда так делалось. Что можно сказать? Не идти на фронт, не воевать. Хорошо, вот Ждать. вы, как умный человек, как башкир, что можете сказать, как разбудить самосознание башкир, чтобы вот они поняли, что это не их война, что ну, реально же видно, что цифры, вот Москва, допустим, которая имеет 15 миллионов человек, погибших там что-то около 1500, ну, к 2000 только приближается. И Башкортостан, где население в 3 раза меньше, количество уже официально только признанных перевалило за 8000. Но это же ненормально. Почему идут? Как вообще объяснить нашим башкирам, что это не наша война, что у нас у самих проблемы здесь, в республике, такие, что самим надо браться за оружие и идти против Москвы. Когда нам объясняют все эти цели, непонятные цели, они же ну, до сих пор так и непонятны обычному народу, что за денацификация, что за демилитаризация, а почему все происходит ровно наоборот. Когда говорят про денацификацию, в то же самое время в России вот эти русские общины откровенно устраивают фашистские различные рейды, нападения на нерусских. Когда говорят про демилитаризацию, ну так Украина стала в несколько раз сильнее, НАТО приблизилось еще ближе с включением Финляндии и Швеции в блок в этот. Что не так? Как вот объяснить? Что нужно сделать? Только словом. Мы пока ничего сделать не можем отсюда из-за миграции. Там активная деятельность, пропаганда, как бы сказать, действием невозможно тоже. Нашим сторонникам надо беречь себя, затаиться в подполье и действовать только словом. Ну, что еще остается? Вот интернет, YouTube, который блокирован. Ой, беда прямо. Объяснять этим. Ну, конечно, можно сказать цинично, если кто-то пошел и погиб. Ну, как сказать туда ему дорогу? Он ведь мог, этот человек,
в будущем в Башкортостане, ну хотя бы говорить на Принести башкирском языке. пользу. Хотя бы тем, что говорит, работать уже сильно не может, но хотя бы говорит, он уже баланс какой-то создает. Пытаться достучаться, ну что еще остается? Жалко, ну вот, может, это видео посмотрит, может быть, несколько сот человек там, и кто-то из них, может быть, и скажет знакомому брату, свату, зятю, что не надо, потерпи, подожди. Если так руки чешутся воевать, то время, когда придется брать автомат в руки, оно придет, уже скоро придет оно, это время. Вот хорошо, тогда как раз мы подошли, наверное, к заключительному к заключительному вопросу. На ваш взгляд, а, что произойдет, в будущем с Россией, с Башкортостаном и насколько это быстро или долго будет происходить? То есть какой финал всего этого, всего того, что сейчас творится? Вот перед началом войны, этой широкомасштабного вторжения, я надеялся, что и будет вот так Россия продолжать гнить. Примерно к середине века закончится, ну, рентабельная нефть в России. Она идет на убыль уже. Эти цифры, там 500 с небольшим миллионов добычи, они уже как бы последние, на последнем издыхании. И чуть позже газ. И без нефти и газа, конечно, Москва не способна будет прокормить остальную страну, и начнется сам по себе процесс, ну, самопоедания, уничтожения. Это, кстати, хорошо описано в русской же литературе. Сколько писателей, ну, вполне уважаемых, авторитетных, они не потому, что они нас послушали, а потому, что у них есть чутье там где-то внутри, они это описали уже, будущий распад России. Но война все ускорила. Конечно, когда война началась, я очень надеялся, что НАТО втянется быстро в нее и просто военным путем уничтожит Россию. Ну, верхушку, центры принятия решений, эти Генштаб, Министерство обороны, эти шахты, эти стоянки кораблей. Я очень на это надеялся. Но пока этого не происходит. Так что вполне возможно, что все-таки Россия из этой войны выползет, сохранив вот эту вот мерзкую центральную власть свою. Но Путин вроде помирать не собирается, а очень жаль. Если бы он помер сейчас, там пришли бы более умеренные элементы к власти. Режим бы немножко смягчился. Но Путин, находясь у власти, ему уже деваться некуда, он будет продолжать давить, закручивать гайки, будет наступление, в том числе и вот на национальные языки. Все равно конец неизбежен. Очень жаль, что вот очень удобный момент был, чтобы внешним воздействием была Россия уничтожена. Ну, значит, если она не уничтожится сейчас, в течение ближайших лет, этот вариант, к сожалению, становится достаточно вероятным. Очень жаль. Ну вот, после восстания 1862 года был буквально запрещен литовский язык. Буквально. На нем даже в местах, в общественных местах запрещалось разговаривать. То есть это ушло вот в семьи. И обучение было переведено на русский язык. И вот литовцы же выдержали это. 30 лет, это 30... Ну, в 905 году разрешили книгопечатание на литовском языке, латиницей. 40 лет. Книги печатали в Восточной Пруссии, носили их книгоноши. Нам в любом случае надо... Потенциал у нас есть. Есть и молодежь, есть культура, уже сформировавшаяся последние 150 лет, полноценная как бы мирового уровня. Есть и, ну пускай останется 100-200 тысяч активных носителей языка. Но они будут, если евреи сумели иврит, на котором они больше 2000 лет назад перестали говорить, сумели его возродить, то сможем мы это все. Жалко, конечно, терять эти 2-3 десятилетия.
Но не кажется ли Будем вам, надеяться, что что сейчас вот, все развалится. вот на мой взгляд, я считаю, что вот когда вы говорите, что надеялись, что НАТО втянется и будет нанесено поражение России, я считаю, что если бы тогда сразу же все это произошло бы, то мы бы не получили бы независимость. Почему? Потому что сам народ, башкиры, не были готовы к этому тогда еще. Потому что, ну, быстро бы разгромили бы, пришла бы та же самая либеральная оппозиция, которая бы дала бы нам власть суверенитета столько, сколько мы сможем проглотить, по 90-м годам примерно такие же, и И мы вновь килограммов. остались бы. А процесс ассимиляции, он идет все равно, манкуртизация, он идет. И мы бы так и остались бы в составе этой России и сгинули бы. В то же время, когда война продолжается, как бы это цинично ни звучало, но война продолжается уже 4 года практически и не собирается заканчиваться, народ за это время понял, что власть это, ну, особенно башкиры, я имею в виду, умные башкиры поняли, что эта власть явно не их власть, что она не преследует их какие-то интересы и цели, что действительно независимость лучше, чем зависимость. И многие-многие к этому уже сейчас приходят. И сейчас, когда, особенно 2025 год, уже такой экономический кризис вполне себе чувствуется, следующий год, наверное, будет еще хуже. И когда уже в каждую семью придут проблемы экономического характера, тогда уже вполне возможно, что людей, которые хотят независимости в момент краха режима, будет больше. Даже если сейчас и Россия выползет с этой войны, но ясно же, что как она сможет выползти, в каком случае? Заключить какой-то мир, условно, там по разграничению линии, допустим, боевых столкновений. Ясно, что она не отдаст там какие-то территории. Даже если отдаст, ну, я в это что-то мало представляю, как это будет происходить. В любом случае, власть где-то держится только на одна персоналистическая, на одном человеке, на Путине. Как Да. только он уйдет, его не станет, ну, хорошо, 10 лет это может быть произойти, там, но 15 лет. Все равно мы, башкиры, выдержим действительно этот срок. У нас есть потенциал, как вы сказали. Нас все-таки 1,5 миллиона. И к этому моменту, я думаю, что жизнь явно не улучшится. И отношение к башкирам, к нерусским народам тоже явно не улучшится. Скорее всего, будет ухудшаться, и, скорее всего, будет политика по ликвидации национальных республик и вообще подавлению любого национального самосознания. В этом варианте не лучше ли тогда выжидать, открывать глаза своему народу, и когда наступит вот тот самый момент, наш народ будет готов к этому, к независимости? Вот как вы смотрите на это? Да, конечно, э, хочется все и сразу, но, возможно, придется, да, терпеть и, ну, вести вот, разъяснительную работу. Чем больше каждый, как бы принявший нашу точку зрения человек, он нас усиливает, а тех ослабляет. Манкуртизированная часть общества. Но вот Валиди, допустим, Ахмед Заки Валиди, его соратники, они ведь проиграли в 2020 году окончательно, но они не дожили. Но ведь Валиди умер в 70-м году, но всего 20 лет оставалось. И башкиры еще были живы, вполне живы. Какие-то периоды у центральных властей какие-то периоды либерализации появляются. Они, может быть, разрешат хотя бы долю башкирского языка в школах увеличить. Но этим надо будет пользоваться. Перетягивать на свою сторону народ, а чем хуже будет жизнь, ты прав, тем больше будет недовольства, а люди ведь, когда они недовольны, они ищут где-то опору себе. Ну вот, пожалуйста, опора им будет в лице национальных деятелей. Ну что делать? Очень жаль. Вот этот уникальный момент, когда Советский Союз разваливался, он же вот штык его и не стало. Как замечательно это было вот этим 14 республикам. Ну да, белорусы профукали эту возможность, к сожалению, но они еще живы, между прочим. Все равно Лукашенко не сумел как бы превратить их в стадо. Они живы, белорусы. Так что будем надеяться.
Ленин тоже не Время играет мечтал. в нашу пользу. Да, Ленин тоже не мечтал. Он же в феврале 17 года где-то там в Швейцарии на каком-то рабочем собрании, он говорит, ну, мы уже, конечно, не доживем наше поколение, но вот и надо вот у вас в Швейцарии революцию устраивать, у вас тут рабочий класс организованный, а в России, мол, там бесполезно. В феврале 17 года, в начале февраля, прошло там 3 недели и началось, покатилось все. Так что, ну, во-первых, надо жить долго, а во-вторых, ну, развивать, поднимать национальный дух и самим не впадать в отчаяние. Будем надеяться, что... Ну, это вот мерзкая ухмылочка путинская, она, конечно, каждый раз, когда он... Ну, вот, кстати, он позавчера, да, он был в Туркмении, он себе очередного лютого врага приобрел. Он с этим Сердаром, этим сыном, да, который сейчас, Да, да. ну, как бы передает власть ему отец. Молодой, красивый, очень красивый парень, да, такой стройный, подтянутый, благородное, интеллигентное лицо. Кем бы он ни был, каким там сыном диктатора и сам будущим диктатором, но он выглядит красиво. И вот этот плюгавый, этот мерзкий, опухший весь от наглости и самоуверенности по своей этой мерзкой привычке школьной, фамилию ему давай коверкать, там, Бердым Мухаммадов, да, он его, значит, давай. И вот видео, да, как этот прямо посмотрел на него, да, Путин приобрел в его лице еще одного врага, персонального. Да, еще надо здесь добавить, что и Пакистан, президент Пакистана тоже был унижен в этом же самом месте. То есть Путин действительно, он как политик теряет, видать, хватку, уже не понимает, что делает. Но на этой позитивной ноте, наверное, закончим тогда. Я считаю, что все движется как надо, и наше дело правое, как говорится, и Башкортостан обязательно станет независимым государством. Обязательно станет. Обязательно. На этом Нас все. много, и мы Спасибо удержим. большое. Хорошо. Да, спасибо большое, Мгм. Марат. До следующих встреч. До свидания. До свидания.